Подконтрольный России суд в Крыму начал рассмотрение дела в отношении главного редактора газеты КРМ Бекира Мамутова. Его обвиняют в административном правонарушении, упоминании Меджлиса крымско-татарского народа без указания, что эта организация признана экстремистской в России, аннексировавшей Крым. Какая публикация послужила поводом для дела, что думает об обвинении Бекир Мамутов и как складывается после аннексии Крыма Россией судьба газеты КРМ? Обсудим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Тема дня. Я напомню прежде, что с 28 марта изменилось время выхода в прямой эфир программ «Радио Крым Реалии». Утреннюю программу теперь слушайте с 8 часов утра, а вечернюю с 18:00. И вот в этот час с 8 до 9, с 18 до 19 мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, на YouTube-канале Крым Реалии вы можете найти прямую видеотрансляцию нашего эфира. Там есть возможность оставлять свои комментарии. И комментировать можно также под трансляцией радио Крым Реалии на странице Крым Реалии в Фейсбуке. Итак, поговорим сегодня вот о чем. Подконтрольный России мировой суд Киевского района Симферополя начал рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении главного редактора газеты КРМ Бекира Мамутова. Первое заседание прошло 1 апреля. В отношении господина Мамутова составлен протокол по статье 13.15 Кодекса об административных правонарушениях России. Эта статья называется «Злоупотребление свободой массовой информации». Роскомнадзор обнаружил на страницах газеты «Кирым» текст с упоминанием Меджлиса крымско-татарского народа без упоминания о том, что представительный орган крымских татар запрещен в России. И тут стоит напомнить, что в 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма, а затем и Верховный суд России признали Меджлис экстремистской организацией. Это решение считают незаконным как в самом Меджлисе, так и на уровне государства Украина. Кроме того, стоит упомянуть, что в 2017 году Международный суд ООН принял решение применить временные меры против России. В частности, это касалось и требования отменить запрет Меджлиса, но на данный момент Россия к этому требованию не прислушалась. Газета «Кирым» – первая газета на крымско-татарском языке в Крыму периода после депортации крымско-татарского народа. Первый номер вышел 7 июля 1989 года. К нам присоединяется в эфир по скайпу Бекир Мамутов, главный редактор газеты «Кирым». Бекир ага, добрый вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте. Давайте начнем с того, о чем была эта статья, да, где вы не маркировали слово «Меджлис», так как этого требует российское законодательство. Но речь идет не о статье, как это написано в протоколе, который составил Роскомнадзор, и он это составлял неоднократно, потому что этот документ, по нашим сведениям, возвращался. Но главную, с моей точки зрения, одну из, вернее, существенных ошибок, которые допустили при составлении протокола, эта ошибка не была исправлена. Потому что речь идет не о статье, которая есть как бы один из жанров публицистики, журналистики, а речь идет о докладе генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который он подготовил и произнес в начале сентября минувшего года. Эта публикация у нас вышла 14 октября. Она была сделана без купюр, сокращений, без комментариев, без каких-то пояснений. Просто был опубликован такой важнейший с нашей точки зрения документ, каким является выступление, да, в форме доклада на 3 газетных полосах, которые делает, ну, да, наверное, с этим нельзя не согласиться, высшее должностное лицо нашей планеты. И
Несмотря на то, что в самой публикации, которая имела название, сохранила, естественно, мы, раз уж мы ничего не трогаем, мы и заголовок не трогали, и этим заголовком была снабжена публикация «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым, запятая, городе Севастополе, запятая, Украина». И внизу идет как бы обозначение того, что это за жанр официального документа, доклад и так далее. То есть было четко прописано, что это за выступление и что это за документ. Там очень серьезная, да, вступительная часть, ну и потом идет изложение фактов. Так вот, кстати, это потом и в наших разъяснениях тоже прозвучало как одно из, я уже об этом вообще-то сказал, да, как заблуждение, ошибка, невнимательность или специально. Статья, понятное дело, да, это чья-то мысль, и когда журналисты ее пишут, это понятное дело, что речь идет о оценке событий, о комментариях, выражении своего отношения к происходящему. Это достаточно основательный, глубокий аналитический жанр. Здесь же в основном представлены факты, связанные с событиями в Крыму за последний год. Там около 60 пунктов. Впечатляющий, конечно, документ, поэтому мы его не посчитали. Во-первых, пройти мимо него невозможно было. И, во-вторых, нельзя такой серьезный документ, понятное дело, как-то комментировать, в том числе давать какие-то сноски, что там что-то из того, что там упомянуто, это запрещено, нельзя публиковать, надо сокращать, купировать и так далее. Бекир ага, а пытались ли вы объяснить это, как-то, я не знаю, или сотрудникам Роскомнадзора на этапе еще до непосредственно судебного заседания, или, возможно, на первом судебном заседании? К слову, как оно прошло? Разумеется, судья тоже спросила, говорит, а вы объясняли то, что вы сейчас нам здесь на суде сообщаете Роскомнадзору? Я говорю, безусловно, я это им рассказал. Я сказал, что это не статья, что это важнейший политический документ, который может быть создан, так скажем, на планете Земля. Да, это регулярные доклады по различным проблемам, которые на Земле существуют в нашем мире, да, и с которыми тоже с определенной периодичностью генеральный секретарь ООН выступает. И они, как-то, даже, знаете, я же потом перепечатываю протокол, почему-то они не исправили статью на доклад. Ну ладно, конечно, это все объяснялось. И, естественно, я это все на суде тоже повторил. И это было одним из аргументов. И таких аргументов несколько прозвучало, которые показывали, с моей точки зрения, что мы нарушение законодательства России не допустили, и поэтому то, что сейчас вокруг нашей газеты было, так скажем, соорганизовано, это идет вразрез с законодательством самой Российской Федерации. Поэтому, да, мы, значит, огласили все наши доводы, возражения. Вот, но судья посчитала, что неприсутствие представителя Роскомнадзора дает возможность судье перенести заседание на другой день. Такой день был назначен вот через 3 недели со вчерашнего дня. Хотя, конечно, было, в общем-то, странно, что, видя, что не пришла противоположная сторона, которая этот протокол
вразрез самим положением целого ряда законодательных норм Российской Федерации было нарушено, и не была возможность послушать аргументацию или контраргументацию в ответ на наши возражения представителей Роскомнадзора. Вот я как раз хотела у вас уточнить, да, что сказал вам представитель или представительница Роскомнадзора. Я уже поняла, что не присутствовали на вчерашнем заседании. Нет, что вы думаете об этом обвинении? Были ли замечания такого рода к вам ранее? Возможно, у вас уже был опыт, да, когда вы печатали такие доклады, и была аналогичная ситуация, но не было вопросов. Вы для себя как толкуете вот эту ситуацию? Во-первых, да, это хороший вопрос. Мы и прежде печатали документы Организации Объединенных Наций, связанные с Крымом. Это и известные вам резолюции. Напомню, их было принято, начиная с 2015 года, 7. Это важнейшие документы, которые выражают точку зрения важнейших международных институций на ситуацию в Крыму. И данный доклад генерального секретаря ООН в отношении также ситуации в Крыму, он был третьим. Такие доклады делаются регулярно, начиная с 2018 года. И поэтому такие публикации, вот это ответ на ваш вопрос, они были, конечно, и прежде. Я думаю, что они тоже мониторились. Но, может быть, вот какой-то зацепки, что ли, не было. Да даже если бы была такая зацепка, есть закон Российской Федерации об информации, где четко прописано, в общем-то, что если речь идет о перепечатках, да, о том, когда это ситуации в СМИ, когда редакция дает перепечатку тех или иных материалов, то есть дает те материалы, которые где-то уже получили публичную огласку, стали достоянием общественности. И если газета выступает в роли вторичного или там третичного и так далее ретранслятора каких-то таких публикаций, то, что в мире давно уже называется, например, там дайджестами, то в этих случаях редакция, даже если внутри вот речь идет о каких-то там нехороших цитациях, она освобождается от ответственности. Вот. И это тоже было, естественно, в процессе судебного заседания заявлено. Вот. Ну и, конечно, самым, извините за это слово, да, прикольным моментом было то, что Антонио Гутерриш, он сам в своем докладе говорит о том, что дважды упоминает о том, что в одном случае он говорит о том, что это вот запрещено в такой форме, что меджлис запрещен в России, а во втором случае, это 31-й пункт его доклада, и в 50, по-моему, 7-м пункте он говорит, что меджлис находится под запретом. Да? Ну, корень слова понятен, и это слово, оно ключевое, да, вот в том законе России, где составлен большой перечень организаций, которые нельзя упоминать без ссылки на то, что без указания на то, что они на территории Российской Федерации запрещены. Да, интересный, вот, конечно, момент. То есть, по факту, даже можно считать, что там было упомянуто то, чем возмущен Роскомнадзор. Бекир Ага, я попрошу вас оставаться с нами на связи. Я напомню, что с нами на скайпе Бекир Мамутов, главный редактор газеты «Крым». 1 апреля в суде Симферополя началось рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении главного редактора газеты «Крым». Роскомнадзор имеет претензии к тому, что в тексте доклада Генерального
генерального секретаря ООН, который был напечатан на страницах газеты «Крым», Меджлис не был маркирован как организация, которая запрещена в России. Мне подсказывают, что есть у нас звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика. Здравствуйте, Ирина Римовская, все слушатели радио Крымляли. Это добрый вечер. Из Москвы и соседней России. И все слушатели на 648 километров. У меня к уважаемому гостю, во-первых, я хочу сказать, что это единая политика. Все будет, то, что с Украиной, к сожалению, связано, все будет уничтожаться. Вы видите, сейчас и военные приготовления идут. Вот недавно, только час назад, обсуждали на радио Донбасс-Реале. И вот это то же самое будет и на информационном поле идти. И в связи с этим у меня к уважаемому гостю два вопроса. Как будут дальше, как вы дальше будете действовать? И поддержали вас какие-нибудь другие журналисты и СМИ? А второе, как вам это все время удавалось доносить информацию? Ну, мы не берем интернет, ладно. А вот еще какие способы у вас были по доносенности информации? Ну, а вам, как всегда, Крымляли и Донбасс-Реале, удачи. Спасибо вам за ваш звонок. Наш постоянный слушатель Александр из Москвы. С нами на прямой скайп-связи главный редактор газеты «Крым» Бекир Мамутов. Бекир Ага, я разобью тогда эти два вопроса, чтобы мы действительно успели их обсудить. И предлагаю начать как раз с того, как складывалась судьба газеты после 2014 года. Мы упомянули, что первый номер вышел в 1989 году. Что изменилось после 2014? Я сейчас вспомнил, что я хотел сделать сразу две поправки в ваше сообщение. Во-первых, это судья, данный район, он относится к железнодорожному району города Симферополя, и это потому что наша газета находится на территории железнодорожного, да, как бы района. И второе, вы говорили, что это первая на крымско-татарском языке. Нет, это вообще первая газета в Крыму после депортации вообще, независимо от того, на каком языке издание могло бы выходить. Ну да, хорошо, я коротко. Ваш слушатель, уважаемый господин житель Москвы, он задал интересные вопросы, и поэтому я, чтобы успеть на них ответить, сейчас на ваш вопрос постараюсь очень коротко ответить. До 2014 года газета выходила дважды в неделю, она датировалась, существенная помощь оказывалась, значит, из бюджета Украины, из госбюджета Украины, не местного. Вот. И мы имели возможность, кроме того, что выходили дважды в неделю, ну и штат был чуть побольше, конечно. И самое главное, не было абсолютно никакого вмешательства в редакционную политику. Это было потрясающе. Я думал, что при Януковиче будет такая попытка производиться. Но вот даже при Януковиче, знаете, никто никогда не звонил. Я это говорю потому что мы всегда обычно власть критикуем, да, и за ее отношение, и, может быть, и в частности за ее особенности национальной политики и так далее. Ну и в более широком смысле. То есть мы, если писали о власти Украины и властях страны, местных, мы обычно, большей частью, это были критические публикации. Так вот, после 2014 года, попав вот в такую сложную ситуацию, когда дотации не было, мы перешли на одноразовый выпуск в неделю. Мы не поработали, и у нас, к счастью, вот увеличился раза в полтора даже тираж газеты, и он доходил практически до 6 тысяч экземпляров. Знаете, в наших условиях, когда родным языком владеет не такое уж большое количество наших соотечественников, это очень, очень показательно. Это высокий тираж. Мы не распространяем, мы идем к читателю только по подписке.
Вот это тоже важное обстоятельство. Ну, пришлось, знаете, урезать зарплату, сократить какие-то другие расходы для того, чтобы уметь сохраняться на плаву, на самофинансировании. И поэтому, значит, наша политика редакционная, она в принципе не изменилась, если иметь в виду, что у нас с самого начала и 30 лет назад, и 20, и 10, и сейчас это защита наших национальных интересов, это отстаивание каких-то наших коллективных позиций как народа. Это вопросы, где мы чувствуем там, язык, образование, другие целый ряд гуманитарных аспектов, где мы чувствуем, ну, так скажем, неправовое, несправедливое. Да? Вот здесь очень активно могут работать именно такие морально-этические какие-то факторы, с которыми мы ну, не согласны, не принимаем, мы считаем, что это так не должно быть. Вот об этом мы, в общем-то, пишем. Мы не покушаемся на какие-то слишком такие геополитические проблемы, схватки, конфликты, не знаю, в виде информации, разумеется. Да, мы сообщаем и то, что в Белоруссии происходит, и то, что с Навальным происходит. Но это в виде информации. А все какие-то более-менее развернутые аналитические публикации, они связаны, конечно, и с нашей историей, и с нашим национальным движением, и с нашей ситуацией сегодня. Бекир ага, остается у нас буквально 3 минутки. Еще один вопрос остался от нашего слушателя. Как будете дальше действовать? Вы упомянули, что следующее заседание суда будет через 3 недели, да, 20 апреля, если я не ошибаюсь. Вообще ваша тактика какова? Ну, мы свои аргументы уже огласили, и они знают нашу позицию. К сожалению, мы не знаем, что они будут нам возражать, потому что они нам на то, что мы их, так сказать, где-то, ну, я не знаю, да, разоблачили или показали несостоятельность всей этой ситуации с правовой точки зрения, не говоря уже там с каких-то других. И поэтому, ну, будет интересно вообще, что они нам, какого, может быть, мощного эксперта наймут, чтобы постараться вот так вот, как бы наши аргументы... Я понимаю их, конечно, им трудно принять решение, которое бы освобождало нас от этой ответственности. Вот, а с другой стороны, принять там вилка, там наказание от 4 до 5 тысяч рублей. С другой стороны, как бы, ну за что? Надо же суметь это доказать, что вот ты был неправ, и поэтому вот тебе такое наказание. Поэтому будем ждать 20 апреля. И я думаю, что это будет интересным тоже моментом для информационного обсуждения, потому что наша ситуация, она в значительной своей части, это своего рода прецедент. Поняла, спасибо вам большое. С нами на скайпе был Бекир Мамутов, главный редактор газеты «Крым». Отмечу, что на сайте Крым Реалии вы можете найти видео под названием «Предупреждение Роскомнадзора за злоупотребление свободой слова. Как крымско-татарская газета работает в Крыму». Это видео за февраль этого года, и тогда Бекир Мамутов провел Крым Реалии экскурсию по редакции в Симферополе. Сделаем небольшую паузу, продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что поводом для нашей сегодняшней программы стало начало рассмотрения в суде в Симферополе дела об административном правонарушении в отношении главного редактора газеты «Крым» Бекира Мамутова. Составлен протокол в отношении господина Мамутова по статье 13.15 Кодекса об административных правонарушениях России, эта статья называется «Злоупотребление свободой массовой информации». Роскомнадзор
Роскомнадзор посчитал поводом для такого протокола тот факт, что на страницах газеты «Крым» был размещен текст, в котором Меджлис крымско-татарского народа упоминался без указания, что эта организация запрещена в России. И я уже напоминала вам, что в 2016 году Верховный суд России признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. Эта организация в России запрещена. Этот запрет распространяется на аннексированный Крым и Севастополь. И это решение считают незаконным как на уровне Украины, так и на международном уровне. Но, тем не менее, вот такой вот запрет действует. И согласно российскому закону о средствах массовой информации, есть статья, в которой упоминается о том, что если в той или иной публикации журналисты пишут об организации, которая попадает в перечень запрещенных в России организаций, они должны соответственным образом это упоминание маркировать, да, то есть если есть слово «Меджлис», то где-то должна быть сноска, что эта организация запрещена в России. К нам присоединяется в эфир Мария Мурадова, эксперт аналитического центра «Сова». Мария, добрый вечер. Здравствуйте. Часто ли используют вот такую вот статью о злоупотреблении свободой массовой информации в России? Относительно часто, да, но наша организация занимается мониторингом подобных дел, и мы знаем несколько. Я могу, пожалуй, привести сейчас несколько примеров. И только вначале хотела бы сказать, что в целом сама эта норма, мы говорим о части 2 статьи 13-15 КоАП, кажется нам, пожалуй, что чрезмерным ограничением свободы слова, в том виде, в котором она существует в административном кодексе, потому что, как нам представляется, наказывать СМИ в целом следует именно за пропаганду человеконенавистнических идеологий, а не просто за упоминание организаций, которые, допустим, такой идеологии следуют. И более того, если в публикации речь идет об организации, пропагандирующей насилие, скажем, это зачастую и так понятно из контекста журналистского материала, даже если в этом материале нет соответствующей маркировки. Но несмотря на то, что это довольно строгая норма, в том виде, в котором она сейчас есть, мы знаем случаи, когда СМИ привлекают к административной ответственности по ней очевидно неправомерно, то есть без формального состава правонарушения. Ну и в качестве примера, да, можно сказать о том, что, например, в 2017 году крымско-татарский активист Рустам Минанов был оштрафован не как редактор СМИ, а как частное лицо за репост на свою персональную страницу в Фейсбуке текста, где упоминался как раз тоже Меджлис крымско-татарского народа. И одно это уже неправомерно, потому что эта норма направлена на регулирование деятельности СМИ и крупных блогов, а блог Минанова таким не являлся. И к тому же Меджлис был внесен в список организаций, признанных судами экстремистскими, только в 2017 году, а пост его был опубликован на странице в Фейсбуке в 2016. То есть тогда Меджлис уже был запрещен, но в опубликованном перечне еще не фигурировал, и поэтому формально привлекать его к ответственности, на наш взгляд, было нельзя. Ну и к тому же, конечно, стоит сказать, что в целом, на взгляд Центра «Сова», запрет Меджлиса не имел никаких весомых оснований, обусловленных, собственно, деятельностью этой организации, был продиктован политическими мотивами, и любые такие штрафы, даже если формально они соответствуют, даже если там есть формальный состав правонарушения, мы считаем неправомерными. Мария, если позволите, да. Перед тем, потому что примеры действительно очень интересны, просто хочу уточнить. Бекир Мамутов, главный редактор газеты «Крым», который к нам подключался перед вами, он сказал, что вот этот протокол об административном правонарушении, он был составлен за текст, перепечатанный текст доклада генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму. То есть это был просто текст доклада без каких-либо комментариев, анализа. И по мнению Бекира Мамутова, в данной ситуации он мог, они не были обязаны делать такие упоминания, да, какие-то указания, что Меджлис запрещен. Как вы считаете, да, и можно ли сказать, что в данном ситуации, возможно, действительно Роскомнадзор несколько, я даже не знаю, можно ли здесь использовать такую формулировку, превысил, да, какие-то свои полномочия по этой статье? Формально, если читать эту статью максимально... То есть я не суд, конечно же, здесь я делюсь своим взглядом на это, который, возможно, будет отличаться от судебной оценки.
если читать эту статью так строго и прямо, как она написана, то СМИ, когда они на своих страницах физических или в интернете публикуют, просто когда это упоминание на страницах СМИ встречается какой-нибудь такой организации, они обязаны, как это часто делается в редакциях, там в скобочках, да, от редакции приписать, что вот эта упомянутая нами организация включена в такой-то перечень, запрещена российским судом как экстремистская. То есть, формально, пожалуй, что да, здесь, наверное, суд может усмотреть формальный состав правонарушения. Но, как я уже сказала выше, это кажется несколько абсурдным, да, как раз из-за этого, потому что этот текст, очевидно, в общем, из контекста доклада генерального секретаря ООН вполне себе понятно, что это за организация такая Меджлис крымско-татарского народа. И мы сами не считаем ее экстремистской, поэтому нам вообще не кажется, что тут стоит делать какие-то дополнительные ремарки. Из доклада Генсека понятно тоже, в каком контексте эта организация упоминается, и поэтому штрафовать за упоминание этой организации в таком контексте в целом кажется довольно странным. Но из-за того, что эта норма сама по себе строгая и, как нам кажется, да, ограничивает свободу слова непропорционально и чрезмерно, к сожалению, зачастую суды выносят решение оштрафовать главного редактора СМИ или само СМИ. Мы обсуждали с коллегами в редакции вот сегодня в процессе подготовки программы тот факт, что в 2016 году на сайте интернет-издания «Медуза» вышла публикация, в которой редакция писала о том, что больше не будет писать про исламское государство, не будет маркировать, что это террористическая организация, которая запрещена в России. И объясняли тогда в редакции, что якобы исламское государство фигурирует не в том списке запрещенных, не в том списке, о котором упоминается в законе о средствах массовой информации, да, где, собственно, содержатся требования. Вот я хотела у вас спросить, действительно ли это обязательное такое требование указывать в своих публикациях, что все организации, которые запрещены в России, они запрещены? Действительно, есть два разных списка: организаций, признанных экстремистскими, и организаций, признанных террористическими. И да, действительно, в второй части статьи 13.15 Административного кодекса есть некоторый пробел, потому что там сказано о запрете упоминания лишь организаций, признанных экстремистскими именно, а не террористическими. Это буквально такой пробел в законодательстве, и чтобы его устранить, как раз в этом году в начале самого этого года, депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий, собственно, и добавить в административную статью, в часть вторую, упоминание и террористических организаций тоже. Но вообще это не значит, что до принятия этих поправок, внесенных в Госдуму, СМИ могут совсем уж свободно писать о террористических организациях без соответствующих маркировок и ограничений, потому что, согласно определению экстремистской деятельности, согласно федеральному закону, это определение есть в федеральном законе об экстремистской деятельности, внутри этого определения есть терроризм. То есть экстремизм – это в том числе террористическая деятельность. Это такой некоторый замкнутый круг, и получается такая серая зона. Поэтому мы в целом в Центре СОВА советуем на всякий случай всегда и в том и в другом случае, в случае экстремистских и террористических организаций, писать все соответствующие эти указания, маркировки, добавлять в тексты. Хотя мы не согласны с существованием этой нормы, нам кажется, что это избыточно, но во избежание штрафов и лишнего внимания Роскомнадзора лучше, конечно, всегда эти маркировки ставить. Один буквально вопрос, остается не так много у нас времени, тем не менее. Вы упомянули о том, что вы следите за подобными делами. Обычно такие административные дела, имеют ли они какое-либо продолжение или, выписывают штраф и все, на этом все заканчивается? Можно ли считать, что такое дело послужит каким-то первым звоночком для того, чтобы к тому или иному изданию было повышенное внимание уже у российских силовиков? Насчет внимания российских силовиков, честно говоря, я не знаю, не могу загадывать, потому что не всегда понятно, что именно его повышает или понижает. То есть, да, мне кажется, эта норма может использоваться как в том числе инструмент политического давления, несомненно.
А если говорить о продолжении этих дел, то, ну, что приятно, они часто не часто, но есть случаи, когда они продолжаются, например, в ЕСПЧ. То есть, если суды преследуют по таким статьям, можно жаловаться в Европейский суд по правам человека. И вот недавно жалоба главного редактора Кавказского узла Григория Шведова была комментирована. Их оштрафовали за упоминание свидетелей Иеговы. Там тоже было довольно абсурдное административное дело, потому что свидетели Иеговы, ну, управленческий центр свидетелей Иеговы запрещен в России, но в публикации речь шла о свидетелях Иеговы в Нагорном Карабахе, о последователях просто этого вероисповедания. И вот, ну да, главный редактор и издатель, юридическое лицо были оштрафованы. Они дошли сейчас до ЕСПЧ. ЕСПЧ коммуницировала жалобу, пока не вынесло решение. Интересно будет, что оно скажет, ну, признает ли оно это чрезмерным ограничением свободы слова. Кажется, что признает. Интересный пример. Да-да. Нет, наверное, это все. Спасибо вам большое. Это была Мария Мурадова, эксперт аналитического центра «Сова». Мария привела нам вот несколько примеров, которые касались как раз-таки вот этой ситуации. Да, напомню, что в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации есть статья 13.15. В этой статье, которая называется «Злоупотребление свободой массовой информации», говорится о том, что, точнее, эта статья предусматривает наказание за упоминание той или иной организации, которая в России запрещена, без маркировки, что эта организация в России запрещена. И поводом для нашего сегодняшнего эфира стало дело в отношении главного редактора газеты «Крым» Бекира Мамутова. К нему есть претензии у Роскомнадзора. 1 апреля состоялось первое судебное заседание по этому делу об административном правонарушении. И претензии Роскомнадзора к крымскому журналисту Бекиру Мамутову как раз в том, что на страницах газеты «Крым» было упомянуто слово «Меджлис», но не было примечания, что эта организация запрещена в России, аннексировавшей Крым. При этом в нашем эфире Бекир Мамутов обратил внимание на то, что упоминание Меджлиса было не в какой-то аналитической статье, не в какой-то, например, колонке. Это была перепечатка текста доклада генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который упоминал в своем обращении Меджлис крымско-татарского народа. И можно отметить, что вот эта статья об административном правонарушении Кодекса Российской Федерации предусматривает вот какое наказание. Наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, на должностных лиц от 4 до 5000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Вероятно, вот как раз этот момент может быть применен к Бекиру Мамутову. Ну и отдельно еще упоминание, что если речь об юридическом лице, то от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. И да, я упоминала о ситуации с изданием «Медуза». «Медуза» в 2016 году заявила о том, что не будет маркировать «Исламское государство» в своих публикациях как террористическую организацию, которая запрещена в России. Но мы обсудили этот кейс с Марией Мурадовой. Она сказала, что там несколько эти ситуации отличаются. Что касается газеты «Крым», можно отметить, что российский адвокат Николай Полозов назвал дело в отношении главного редактора Бекира Мамутова, цитирую, очередным незаконным шагом российских властей по подавлению независимой журналистики. В Крыму Полозов также обратил внимание на то, что российские власти до сих пор не выполнили решение Международного суда ООН от 2017 года, согласно которому Россия обязана восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на территории Крыма и не препятствовать его деятельности. К нам присоединяется в эфир член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Гаяна Ханум, добрый вечер. Добрый вечер. Что думаете о деле Бекира Мамутова? Как оцениваете претензии к газете «Крым» Роскомнадзора? Вы знаете, нисколько не удивлена, огорчена в очередной раз. Дело в том, что начиная
с момента оккупации за 7 лет на территории Крыма зафиксировано более 500 нарушений прав журналистов. Понятно, что интенсивный момент, наибольшая их часть приходится именно на 2014-2015 год. Понятно, что там не осталось журналистов, авторов, блогеров. Там нет СМИ, которые, скажем так, не поддержали оккупацию. Но дело в том, что вот этот список нарушений, он непрекращаемый. И мы просто живем в режиме ожидания, условно говоря, нового уголовного дела или новые претензии по отношению к журналистам, которые там остались и продолжают свою деятельность. То, что Бекир Мамутов, это известный крымско-татарский журналист, это мой коллега, мы многие годы сотрудничали, работали вместе в Крымском инженерно-педагогическом университете, открывали специальность журналистика, чтобы готовить специально национальные кадры, национальных журналистов, которые бы знали крымско-татарский язык, специфику региона. Это факт, и я вот сейчас, честно говоря, прочитав материалы дела, скажем так, огорчилась. Огорчилась, потому что сама прошла через все это. В отношении меня тоже в 2014 году было открыто административное производство. Там, правда, оно было за более такими суровыми моментами, суровой статьей, поскольку посчитала так называемая власть в Крыму, что мы распространяем информацию, которая не соответствует российскому законодательству, и пишем об организациях, запрещенных в Российской Федерации. Тогда это был правый сектор, братство, трезуб и так далее. Сейчас под эту статью попал Меджлис крымско-татарского народа. И вот человек, который годами работал в Крыму, который уважаем, который всем известен, который пользуется авторитетом. Кстати, Бекир Мамутов прошел в Курултай в 2013 году с самым высоким рейтингом. Самый высокий у него был рейтинг, когда выбирали членов Меджлиса. Вот. И сейчас он попал под каток репрессий, который, собственно говоря, никакого удивления не вызывает. Это очередное стремление запугать, очередное стремление вогнать в рамки. Бекирага и так заставили просто, его вынудили, он уже был человеком, скажем так, предпенсионного возраста, оставить работу в Крымском инженерно-педагогическом университете. Сейчас у него, я насколько понимаю, хотят отобрать и ту газету, которую он годами возглавлял, в которой работал и которой отдал много сил и энергии. Поэтому... У нас не так много времени. Хотела успеть еще спросить вас, буквально 3 минуты у нас остается. Вот вы упомянули о крымско-татарском языке, о подготовке, да, в свое время кадров для журналистики на крымско-татарском языке. Как после 2014 года складывается ситуация как раз с медиа на крымско-татарском языке в Крыму? Что вам известно? То, что там общее правило для всех, все СМИ зачищены, оставлены только те, которые поменяли информационную политику и признали оккупацию. Это общее правило. Общее количество СМИ с 2014 года уменьшено почти в 4 раза. Если мы будем брать цифры, которые до 2014 года, это по информации информации при Совете министров Крыма, это еще до оккупации, это почти 1800 СМИ. А согласно отчету ООН, это почти 3000. И вот сейчас, если брать цифры и сравнивать, 17-18 год, то, что дает Роскомнадзор по Крыму, это приблизительно 400 СМИ в автономной республике Крым, и 400 они считают отдельным округом, это город Севастополь. То есть количество СМИ сократилось очень существенно. Что касается крымско-татарского языка, они зачистили все неугодные СМИ, оставили только те, которые посчитали неопасными. Значит, создали свои, так называемый телеканал «Милет», радио «Витан» и газету «Мираба». Но что интересно, они, когда пишут о ситуации с крымско-татарскими СМИ, говорят о том, что там работает 60 СМИ на крымско-татарском языке. Это чистая манипуляция, потому что когда подают заявку на регистрацию СМИ, там, по-моему, 7 или 10 пункт, я сейчас точно не помню, в заявке, язык вещания. Люди пишут, которые подают английский, крымско-татарский, украинский, русский, армянский, болгарский. Вот. И считают они по этим заявкам, что вот количество крымско-татарских СМИ у них около 60 единиц. Это неправда.
Так как и все другие СМИ на территории Крыма, национальные СМИ находятся под контролем, под давлением. Создали медиахолдинг имени Гаспринского, который тоже в таком ручном управлении регулируется со стороны так называемой власти. Вот. И понятно, что никакого вольного высказывания, никакого волеизъявления в плане отношения и анализа событий прозвучать не может. Но как это так? Газета «Крым» напечатала доклад генерального секретаря ООН, по сути, документ, который не можно изменять. Понимаете? Потому что это была его речь. Гаяна Ханум, должны мы заканчивать, простите. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Это была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Обсуждали мы ситуацию вокруг газеты «Крым». Подключался к нам главный редактор этой газеты. Ну вот, следующее заседание суда по делу об административном правонарушении по версии Роскомнадзора назначено на 20 апреля. Крым Реалии будет держать вас в курсе. Я, Елена Римовская, прощаюсь. До свидания.